Стих – это та же музыка, только соединенная со словом. И для него нужен тоже природный слух, чутье, гармония и ритма. Все эти качества есть в Иване Милеве, гагаузский поэт. Именно сегодня в студии телеканала АТВ нашим гостем является Иван Милев. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, давайте мы с вами поговорим немного о вашем детстве. И в каком возрасте вы начали писать свое первое стихотворение? Я хочу сказать, что в детстве я любил читать стихи, я любил декларировать стихи. На каждых школьных праздниках учить наизусть специально праздничные стихи. Вот так вот было в детстве. Но если двигаться от детства дальше к юности, когда чувства особые, романтичные, то я не могу сказать, что я писал, про отношения, про любовь, как это между многими молодыми людьми появляется поэзия, у молодых людей появляется поэзия. Я писал такие философские стихи, вот такого вот рода размышления. Но написав пару стихотворений, я обратился к одному моему другу-поэту и показал. Он говорит: ты знаешь, тут есть очень хорошая мысль, есть очень хороший образ, но здесь отсутствует настоящая поэтическая форма. Техника стихосложения не соответствует вот этим вот мыслям. Говорит, надо тебе изучить, что такое ямб, что такое хорей, а потом уже, писать стихи. То есть у меня получалось, как у Евгения Онегина. Не знал, не различал ямб от хорея, но стихи писал. И писал неплохо. Как ваши близкие относятся к вашему творчеству, к поэтическому бытию? Мои ближние – это моя жена Анна Федоровна Милева в первую очередь. И у меня большая семья, имеется в виду, что родительская в родительском доме. Это мои сестры, братья. Когда мы встречаемся на празднике, в гостях, они обязательно хотят послушать. И притом, послушать на родном, на гагаузском языке. Я пишу на гагаузском и перевожу на русский. Очень редко пишу по-русски и перевожу на гагаузский. Как правило, я пишу на гагаузском с переводом. Все стихи изданы на двух языках, гагаузский и русский. Это замечательно, потому что у нас здесь, в нашем регионе, многоязычие. И поэтому на двух языках это лучше. И притом получается, что на гагаузском и русском это получается как дружба народов. Это сплачивает народы. Мы задались такой идеей, такой цели с моим другом Георгием Топал, выпустили одну книгу, теперь уже готовим вторую книгу. Что вас вдохновляет? Во-первых, я хочу сказать, что наши стихи относятся, мы называем их духовная поэзия. Вся поэзия, она духовна, но духовность, она подразделяется на два аспекта, на две линии. Есть человеческая, гуманистическая духовность и поэзия, то есть от человека к человеку. Но есть поэзия, которая по вертикали от Бога к человеку, от человека к Богу, отношения с Богом. И я пишу на библейские темы. У меня библейская духовность. И поэтому, как христианин, который придерживается библейских заповедей и библейских вечных, добрых, святых принципов, конечно, я обращаюсь к Богу, я прошу вдохновения Духа Святого. Сначала идет молитва. Спасибо. А какое место творчество занимает в вашей жизни? Вы знаете, сейчас, когда я нахожусь на пенсии, я хочу сказать, что для творчества нужно много времени.
нужно свободного времени, нужно иметь материальный достаток. Тогда, когда я был молодой, конечно, нужно было детей растить, нужно было деньги зарабатывать, и даже не помышлял о том, чтобы заниматься творчеством. Но после пенсии поработав 1,5 года, а потом уже работа закончилась, значит, потому что пенсионерам нужно отдыхать, и устроиться нигде не мог дополнительно, стал вот писать стихи. Вот. Мне много времени и позволяю именно тот потенциал, тот во мне, который Богом дар свыше, я его использую, и, конечно же, Бог нам дарит таланты всем, и нам нужно помнить и знать, что мы делаем с этими талантами. Мы несем, служим Богу, говоря о вечном и добром и святом и небесном людям. Или же мы этим талантом будем восхвалять себя, или восхвалять еще там кого-то, значит, я не знаю, людей высокопоставленных, им отдавать славу. Мы хотим дать славу Богу, Он заслуживает, потому что Он свят. Да. Люди, к сожалению, вот далеко до святости. Так. Есть ли поэты, авторы, которые на вас повлияли? Я хочу сказать, что я любил поэзию всегда. И в русской великой классике там много религиозной, христианской, духовной поэзии, поэзии о вечном и добром в русской классике, да и в зарубежной классике. Французская, скажем, классика эпохи Возрождения, там есть очень интересные на библейской основе, библейской духовности есть поэзия. Они меня вдохновляли. Мне, конечно же, как же я могу отвергать такого гениального поэта русского, как Александр Сергеевич Пушкин. Он, мой любимый поэт. Да, однажды он однажды сказал, это было год до смерти. Понимаете, дело в том, что я не всегда был религиозным человеком. Я вырос в советское время, я был атеистом. Вот. И когда я не знал библейское писание, я мыслил так же, как все люди с атеистическим философским мышлением и так далее. Но когда я узнал, прочитал несколько раз библейское слово, Библию, то я понял, что здесь самые лучшие принципы, самые чистые, самые правильные, самые замечательные принципы, которым будет жить будущее человечества, потому что лучших принципов ни в одной философской системе нет. Потому что философская система – это человеческая мудрость, есть разница между человеческой мудростью и божественной мудростью. И поэтому я решил направить свои стопы, не ждать того будущего, а уже направить и писать о вечном и добром. Я люблю это выражение. Так, и вот о Пушкине. Он тоже же, у него была шальная молодость, скажем так. Да. Вот. Но со временем он, прочитав, вникнув в библейское слово, и он вот так вот получилось, когда он, как блудный сын, хочет возвращаться к Богу Отцу и жить великими евангельскими, библейскими принципами, и вскоре наступает его трагедия. А вот что он сказал: «Владыка моих дней, дух празднословия не дай душе моей». Это покаяние. Да. Он хочет жить этими замечательными библейскими идеями. Даже из этой фразы. Он не хочет больше празднословия. У него есть, конечно, еще и другие, много замечательных стихов. Это, конечно, великий мастер, гениальный мастер образа и рифмы. Его великий роман, это же потрясающий Евгений Онегин. Это исторический срез этого времени, этих людей, этого дворянства того времени. Говорят, что творчество открывает любые двери, даже к сердцу. Согласны ли вы с этим утверждением?
Это замечательное утверждение. Это, наверное, очень мудрый человек это заметил и изрек вот это вот изречение. Действительно, это так. Я часто встречаюсь со знакомыми, встречаюсь с молодыми людьми, встречаюсь со своими сверстниками, и когда я им читаю стихи, они как-то по-особому открываются, по-особому мы сдруживаемся, находим общие контакты, а некоторые говорят, а вот я тоже когда-то пытался. Вот. Нужно сказать, что не только между людьми, между обычными людьми, между родственниками, друзьями, где является повод вступить в отношения, вступить в контакт, да, поэзия, но даже можно сказать выше. Я хочу сказать о том, что первую книгу, когда рассмотрела комиссия «Свет небес», вот она у меня в руках, и она и перед вами, да. Я обратился в Башканат, и действительно, значит, исполком Гагаузии спонсировал эту первую книгу. И главным спонсором книги еще и Рената Усатый, в том числе и один мой друг, потому что книга, она цветными иллюстрациями, мелованной бумагой, она стоила недешево, но я хочу еще сказать, что мы 50% мы реализовывали около 100 книг и 50% детям-сиротам отдали. Имеется 10 тысяч лет, если в переводе на деньги. А себе у меня осталось 6 тысяч лей как гонорар. Ну, и не жалею. А вот выступаете ли вы со своими стихами перед публикой? Бывает такое, что я выступаю перед публикой. Бывает, собираем, организовываем вместе с Георгием Топал какие-то мероприятия. Да, как в Камрате, так и в Вулканештах. Вот в прошлом году, когда мы закончили нашу книгу, да, написание книги. Да, написание книги. И после всего мы устроили, можем сказать, такое встреча друзей в Алтын-Палас. В Камрате замечательный зал Алтын-Паласа. Он небольшой, и мы собрали друзей, собрали музыкантов, собрали певцов, пригласили бизнесменов, вот, и сделали большой концерт. Мы читали стихи, у нас получился музыкально-поэтический вечер. Я рад, что Алтын-Палас, Людмила Дмитриевна и ее супруг нам позволили, помогли нам в этом мероприятии. Собственно говоря, у меня друзей и помощников очень много. Ну, во-первых, КГУ, Камрадский университет, кафедра гагаузского языка, она редактирует, чтобы все было как надо. Подхожу к докторам филологии, профессорам искусствоведения, чтобы вычитали текст, чтобы могли сказать, что же, значит, здесь не так. Потому что мы же пишем очень серьезную тему. Это же не просто так для газеты и на один день, а это связано со святым именем Бога, и поэтому это должно быть на уровне. Влад Левандовский, он же работает в КГУ, он дизайнер этой книги. Потом научный центр имени Маруневич в Камрате, вторую книгу Андрей Муткогла, он является дизайнером второй книги, которой мы собираемся, он сейчас макет только. Ну вот так вот. Столько у меня помощников, что мне бы, конечно, как дедушке, а Георгий Топал, нужно сказать, что он земледелец. У него огород, у него капуста, у него огурцы, он должен их поливать, должен рубить, на рынок с ними пойти и жить с этим, содержать семью. У него нету столько много свободного времени, земледелие – это очень трудное дело. Да. Да. И поэтому я взял на себя такую обязанность, его беру стихи, размещаю, делаю дизайн, и мы вместе издали первый сборник,
и вот второй уже готовим. А чего бы вы хотели достичь в своем творчестве? Еще есть какие-то преграды, которые вы еще не достигли, а хотели бы? Я бы хотел бы в своем творчестве, сейчас, вы знаете, я так увлекся создаванием книги, что мне не очень хочется писать стихи, хотя немножко пишу, по чуть-чуть пишу. Я увлекся исследованием. Георгий Топал, он молодой поэт, он потенциальный поэт. Вы знаете, как он использует библейскую мудрость, библейские фразы в своей поэзии, я определенно хочу сказать, что нету ему равных в Гагаузии, не было до сих пор, и сейчас нету равных ему, потому что это непростая тема, это не писать, как я говорю, о вечном и добром. Проще писать то, что нам ближе, о гуманистическом, о человеческом, что нам известно. Да. А вот как вы думаете, кого из современных поэтов вы выделяете? Кто кажется наиболее интересным? Я хочу сказать, что у нас есть очень много талантливых людей. Много талантливых людей. Я даже боюсь кого-нибудь особенно показать или же обратить внимание. Но хочу сказать, что большой вклад в гагаузский язык внес Тодор Занет. Это общеизвестное. Он уже не очень молодой, но еще пребывает в таком цветущем творчестве. Вот он, хотя из молодых можно много. Тодор Мариноглу, это еще есть немножко мои ровесники, но они писали с молоду, а я вот пишу тогда, вот уже когда уже в возрасте, и получается, что поэзия удел молодых. Такое известное. Я нарушаю эту традицию, и вот уже на пенсии пишу. Вот я сказал, Тодор Мариноглу, мне нравится его поэзия, Василий Филиоглу. Вот, собственно говоря, вот люди, с которыми я давно знаю, и знаком с их творчеством, и встречаюсь с ними часто, жена Пелагея Филиоглу, Василия Филиоглу, она тоже хорошо пишет. Вот. Ну, вот так вот. Как вы думаете, творчество кого из сегодняшних поэтов Гагаузии дети спустя время будут изучать в школе? Я только что назвал имена поэтов, скажем, близко к моему возрасту, мои ровесники. Это пласт гуманистической поэзии. Будут это изучать. Но будут изучать и пласт духовной, религиозной поэзии Георгия Топал. Потому что он пишет много, пишет хорошо, он пишет лучше меня. Я бы хотела, чтобы вы прочли нам несколько ваших произведений. Если говорить о первой книге, давайте, мы посмотрим. Здесь есть стихотворение на гагаузском языке. Открываем книгу со стихотворения «Анадели Юортусу», праздник родного языка. Да. Это же замечательно, что у гагаузов есть такой праздник, что у нас есть страна, и как у каждого народа есть праздник родного языка. И у нас тоже есть эти атрибуты. Я прочитаю на гагаузском языке, потом прочитаю на русском языке, да? если вы... Да, конечно. Анадели Юортусу. Сабиден хаир гельде. Обизе дили верде. Korudu onu baştan, bugüneden pek çoktan. Büyük yoğurtu ana dili, bugün pek pahalı belli. Türküler candan öter, Gagauz şen hoş gezer. Pek çok şükür sahibiye, seviniriz yoğurtuya. Lafımız kalsın tatlı, gün gibi cömert, шавклы. И, конечно же, я его прочитаю, вольный перевод,
свободный перевод на русский язык и называется «Праздник родного языка». Я хочу еще показать, что в этой книге, вот здесь, посмотрите, иллюстрация «Цветет весна», как в русском языке стихотворение, да? Это символ возрождения родного языка. И эти иллюстрации, они как изобразительная метафора к тексту. А кто создавал идеи вот именно таких иллюстраций? Вы давали идеи? Это мой дизайн, мои идеи. Да. Этот дизайн воплощал Влад Иванович Левандовский. Он работает в КГУ, Камрадском университете. Праздник родного языка. Повелел Господь, и вот свой язык обрел народ, сохранил из года в год, с древних лет от всех невзгод. Праздник наш, родной язык, этот день красив, велик, гагауз вперед идет, славит Бога, гимн поет. Пусть Господь нас всех хранит, и язык всегда звучит. Радость, мир у нас в словах, свет и честь во всех делах. Спасибо, очень красиво. Ну, вот так вот. А можно что-то из другого? Из другого книги? сборника? Да, из другого сборника. Хорошо. Этот сборник здесь наш тоже общий сборник. Так, вы посмотрите. И я хочу сказать пару слов об этом сборнике. Я хочу сказать, что здесь 40 стихов на русском и 40 на гагаузском. Всего 80 стихов. Но еще здесь дополнительно что? Мы гагаузские стихи, если вы тут к концу откроете, они сделаны, мы поместили их в кириллице. Потому что из опыта вот первой книги моего возраста люди, или кому там за 50, они говорят, мы гагаузский язык хорошо знаем, но читать на латинице мы опоздали учиться. Вот. И мы сделали его транскрипцию на кириллице, чтобы было всем удобно, чтобы все могли, значит, прочитать. Давайте я вам прочитаю одно из стихотворений. Давайте одно стихотворение Георгия Топал, моего, значит, друга, одного из талантливого поэта, из молодых поэтов, я имею в виду. Вы знаете, что я хочу вам сказать? О том, что мы с Георгием Топал являемся членами Союза писателей Молдовы имени Пушкина. Мои стихи издавались в Турции, в сборнике «Антология гагаузской поэзии». Так, Георгий Топал издаются в России. Он получил номинацию вот в этом году «Поэт года России». Вот. И еще, значит, раньше он, год назад, он печатался в императорский двор «Наследие». Есть там такая организация общественное «Наследие». Вот. Императрица из поколения Романовых, она живет в Испании, она сама спонсирует и приезжала и вручала Георгию Топал диплом, потому что его стихи попали в сборник «Наследие». Вот. И тоже, значит, ну, собственно говоря, вот эти вот данные говорят о том, что подтверждает мои слова о том, что это один из потенциальных поэтов. Но, к сожалению, он очень много занят своим земледелием. Когда дождь, он пишет по 2 стиха, или же когда
значит, зима, он пишет больше, потому что немножко отдыхает. Но хотя даже иногда зимой он уезжает на заработки, потому что летом живет за счет плодов земледелия, продажи, а зимой нечего продавать. Вот. Но он все-таки не покидает свое творчество, он продолжает писать. Продолжает писать и очень-очень находит времени. Вы знаете, даже на рынке, когда он уже к обеду, уже там мало-мало людей, или же, может быть, такой день не очень так рыночный, он за прилавком может сидеть, писать стихи. Вот так вот гагаузские поэты, вот так, значит, гагаузские таланты. Я думаю, что таким людям можно нашей Гагаузии помогать, думать, как помогать, чтобы они могли бы творить. Вот в этой книге, я начну с Георгия Топал, в этой книге, в самом начале, 13-й странице, есть стихотворение «Гагаузия Мбеним» на 13-й странице. Да. И она есть и на русском языке, «Моя Гагаузия». И это стихотворение «Моя Гагаузия» заняло 2-е место в конкурсе, посвященном 27-й годовщине Гагаузской республики. Да? Вот. Я прочитаю это стихотворение, коли мы уже так открыли. Смотрите. «Земля моя, родной Буджак, я здесь родился, рос, Господь ко мне был очень благ, не знал я горьких слез, я с пением матери моей родной язык впитал, попозже, став чуть повзрослей, стих первый написал, я Гагауз и мой народ, во всем трудолюбив, благослови и впредь, Господь, даруй высоких нив, среди народа моего есть много мудрецов, ученых, славивших его, поэтов и певцов. Из года в год прекрасней ты становишься, мой край, с тобою связаны мечты, расти и процветай. Будь счастлив, добрый мой народ, пусть крепнет мой язык, нам дух единства дай, Господь, чтоб вглубь души проник. Даруй всем мира и сплоти нас в маленькой стране, ты, Гагаузия, свети всем людям на земле. Спасибо. Пожалуйста, вот видите, заканчивается вот такими вот замечательными словами, а ведь действительно Гагаузия может быть примером всему миру, потому что революция произошла бескровная. Вот. Слава Богу, что Бог сохранил нас, не дал злу проявиться в кровопролитии и прочее. А ведь могла быть большая, скажем, трагедия. Рядом Тирасполь. Были же военные действия. Карабах, Босния, Герцеговина и прочее, да. Много кровопролития было. Бог нас уберег, и Бог нас любит. И наша дипломатия, наши люди, которые стояли тогда у руля, Константин Петрович Тавшанджи и Степан Михайлович Топал, они сделали очень много, чтобы не было кровопролития. Вот. Я хочу прочитать небольшое стихотворение. Вот. На странице 174, да, называется «Сияющая любовь». Красиво. Да, красивые названия. Вот послушайте. Здесь, если сказать два слова к этому стихотворению, люди познают Бога через наблюдение природы, через законы природы. Потому что даже ученые Нобелевской премии, когда разглядывают макромир и микромир, видят там закономерности, то они говорят, есть законодатель, есть Творец.
Вот. Так. Да, и через библейское слово тоже можно, значит, познавать, узнавать о Божьем характере. И здесь об этом это стихотворение, и здесь, конечно, есть и осень. Смотрите. «О Господь, о Тебе возвещает природа, удивляя красой, совершенством Твоим, прославляя вновь в гимнах от рода до рода, воздадим честь Творцу, все создано им. А когда созерцаю Твои откровения, что начерчены в жизни Земли и планет, в них взираю законы, чудес, провидения, отвергающим их оправдания нет. Все о Боге вещает осенью снова, как лучистая радость на добром лице, так сияет любовью в Писании слово о спасительной жертве и Боге Творце». Красиво. Спасибо. Что бы вы хотели пожелать нашим слушателям? Я хотел бы, чтобы наши слушатели не забывали о своей душе, чтобы они чаще думали о своей душе, чаще открывали Писание и питали свою душу вечными ценностями, добрыми, святыми и светлыми, и чтобы они направились жить по этому пути, и тогда наша Гагаузия будет процветать, и тогда наша экономика пойдет в гору, и тогда наш язык будет еще более расцветать. Спасибо. А я хочу вам напомнить, что гостем нашей программы был Иван Милев, поэт Гагаузии. В эфире телеканала АТВ беседу вела Надежда Млечкова. Всего хорошего.